Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вебинар наш посвящен реализации форм социального партнерства между работодателями и профессиональными образовательными организациями нашей республики. Это формы, которые были разработаны в Республиканском институте развития образования. Мы постарались приблизить эту программу в реальное время, то, что происходит. Все данные, о которых я буду говорить сегодня, это практически первая половина 2018 года. Поэтому я постараюсь быть очень краток, конкретен, и те задачи, которые, собственно говоря, поставлены передо мной, попытаюсь их изложить довольно-таки в краткой и доступной форме. Значит, первое и основное – это цели и задачи социального партнерства. Это те вещи, цели, собственно, для чего это все нужно и какие задачи при этом мы должны, собственно говоря, для себя выполнить. Цели – это обеспечение баланса спроса и предложения на кадры. Тут вполне понятно, что сколько предложений, сколько спрос и предложений на кадры сегодня существует в сфере подготовки в профессиональном образовании. Получение обратной связи от работодателя. Это очень важный пункт, говорящий о том, что все те профессии, которые мы сегодня готовим в СПО, обязательно должны быть связаны с теми работодателями, куда эти выпускники наши пойдут, и вся их деятельность дальнейшая, естественно, должна нами каким-то образом отслеживаться, и мы должны понимать всю судьбу этих выпускников наших, и, естественно, вот эта связь с работодателем нам нужна и очень сильно. Повышение конкурентоспособности выпускников. Естественно, конкурентоспособность выпускников наших зависит от их профессиональной компетенции, от тех профессиональных знаний и навыков, которые они получают сегодня в процессе обучения. И, естественно, быстрая адаптация. Мы должны не только их профессионально готовить, но, естественно, мы должны их готовить также, чтобы они могли быстро адаптироваться на рынке труда. И эта работа проходит всегда совместно с работодателями. И задачи. Формирование стратегии развития учебного заведения. Это должно быть в любом СПО. Это стратегия развития заведения, учебной организации должна быть всегда, где должны быть отмечены все эти цели, все эти задачи. И мы все настроены естественно, на конечный результат. Организация образовательного процесса, контроль качества образования. Как организовывается образовательный процесс и контроль качества, вы все прекрасно знаете, как это происходит. И следующая задача – это изучение рынка труда. Что сегодня на рынке происходит, как развивается, в каких направлениях развивается экономика. Поэтому приоритеты, которые мы должны это дело отслеживать и этот рынок постоянно держать, так сказать, в курсе и себя, и подготовки своих специалистов. Одним из моментов, конечно, является это кадровое материально-техническое обеспечение. Очень важный элемент, от которого зависит, насколько сегодня человека в процессе обучения, его рабочее место, его компетенция материально-технически обеспечена. Новым оборудованием, новыми технологиями и так далее. Тем более в последнее время очень много требований меняются, предприятия развиваются, меняются новые технологии, и поэтому у работодателя всегда идет процесс повышения требований к качеству подготовки специалистов. Естественно, отсюда задача привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Для того, чтобы сегодня
выстраивать всю эту модель, выполнять эти цели, которые мы перед собой ставим, задачи, которые мы должны выполнить. Естественно, кроме всего, мы должны, естественно, думать о том, как нам привлечь дополнительные финансовые возможности для выполнения этих задач. Методика мониторинга. Параметры, по которым анализируются в ходе мониторинга. Ну, это понятно, что это количество договоров, заключенных на подготовку кадров по дневной форме обучения, привлечение социальных партнеров и к реализации образовательных программ, количество договоров на подготовку и переподготовку кадров по дополнительным профессиональным образовательным программам, количество договоров по подготовку и переподготовку кадров, количество договоров на подготовку и переподготовку кадров с учетом вида программ, количество договоров на производственную практику, количество преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку и курсы повышения квалификации на базе предприятий и организаций. В самом мониторинге участвовало 24 образовательные организации среднего профессионального образования и более 1300 социальных партнеров. Количество, конечно, на уровне республики цифра довольно-таки приличная, поэтому это говорит о том, что все меньше равнодушных людей в подготовке профессиональной наших ребят. Договорные отношения. Вот если смотреть по дневной форме обучения, на подготовку кадров по дневной форме, распределение договоров с учетом курса мы видим из нашей схемы о том, что самое большое это падает на третий курс. Естественно, где-то в районе 4 и 2 они практически одинаковые. И первый курс, это тот как начальный. Естественно, там больше теории, меньше практики на первом курсе. Поэтому это количество немножко, практически в 1,5-2 раза ниже. Сотрудничество с предприятиями и реализация образовательных программ. Вот если уже говорить сегодня, то опять же, вот 4, 3, 2 курс, практически они в одном диапазоне в процентах. Первый курс, естественно, ниже. Доля студентов, в образовательном процессе которых приняли участие работодатели. Вот первый курс, естественно, всегда имеет процентов намного ниже, а все остальные курсы практически в одном процентном диапазоне. Подготовка и переподготовка кадров по дополнительным профессиональным образовательным программам согласно заявок предприятий. С физическими лицами вы видите цифру. Это количество человек, количество договоров. 1541, если с физлицами, и 1480 это количество человек. То же самое договоры с предприятиями. Количество человек 1562 и предприятий 330. Количество договоров 336. И с центром занятости населения 677 количество человек и 258 договоров. По дополнительным профессиональным образовательным программам, программы профессиональной подготовки, количество человек 752, количество договоров 333, программы повышения квалификации 1382 и количество договоров 561, и программы профессиональной подготовки 1453 и количество договоров 1014. Повышение качества подготовки. Если смотреть на наш график, то, собственно говоря, конечно, рост явно ощутим, если мы сравним с 2013 годом. Бесспорно, 16-17 у нас где-то оставался на одном и том же уровне. Вот. И довольно-таки цифры такие обнадеживающие. Это 2018 год. И количество договоров больше, и, естественно, вовлеченных людей, учеников 8983. Это довольно-таки приличная цифра. Качество
качественный состав и профессиональный рост педагогических кадров профобразовательных организаций. В системе профобразования стажировку и курсы повышения квалификации на базе предприятий прошло 86 человек. Ну, конечно, эта цифра очень небольшая. Очень небольшая. Из них всего количество, всего 24 мастера производственного обучения и 62 преподавателя специальных дисциплин. Это, конечно, вызывает определенное беспокойство, поэтому, факт есть факт. Значит, если говорить об обобщенных данных за первое полугодие, допустим, 2017 года и 2018 года, то количество преподавателей, мастеров, прошедших стажировку, в 2017 году было больше. Вопрос, почему? У кого срок не вышел еще готовки и, естественно, снижение активности, это бесспорно. Количество договоров на практику, естественно, в 2018 году стало больше, чем в 2017. Это уже обнадеживает. А вот количество по дополнительным профессиональным образовательным программам ПОП, то в 2017 году, естественно, цифра была намного выше. И количество договоров, которые по дневной форме обучения на подготовку кадров, 2017 год тоже был в аутсайдерах. Какие можно, собственно, сделать выводы? Я понимаю, что вот эти цифры, эти данные, они дают нам возможность только для себя рассмотреть те формы, которые существуют сегодня. Да, как это все происходит, какие цифры. Конечно, тут нужно будет нам работать в дальнейшем и менять это положение, увеличивать активность и СПО, и, естественно, очень большое внимание нужно, большую работу проводить с работодателями. Поэтому работодатели сегодня, конечно, многие не идут на этот контакт в связи, допустим, с какими-то определенными и экономическими вопросами, проблемами. Но вместе с тем мы все просим и требуем, чтобы готовили молодых специалистов для производства, для экономики, а сторона работодателей в этой части, мягко говоря, не совсем еще активно участвует. Поэтому предстоит еще серьезная большая работа в этом отношении в части работы с работодателями. Формы взаимодействия профессиональных образовательных организаций, социальных партнеров расширяются, становятся более разнообразными. Да, конечно. Почему? Потому что приходят новые профессии, меняется методика на сегодня преподавания, идет постоянная модернизация, и общеобразовательные программы сегодня приводят в соответствии с профессиональными стандартами, проходит аккредитация этих общеобразовательных программ. Внедряются профессиональные стандарты, которые сегодня имеют явно другой уровень требований к подготовке. Поэтому вот эти формы взаимодействия, и это интересно и образовательной организации, и, естественно, работодателю. В этой части работа должна быть обязательно совместной. Без создания инновационной образовательной среды, которая должна характеризоваться высоким уровнем оценки, содержания и качества подготовки специалистов, высокой конкурентоспособностью выпускников. Что в этой части хотелось сказать? Да, действительно, тогда востребован специалист, когда он имеет определенный уровень профессиональной компетенции, когда он подготовлен и теоретически, и практически, и он приходит на производство, и он соответствует всем тем требованиям, которые предъявляет работодатель сегодня, предъявляет экономика. Поэтому в образовательной среде инновации, совершенствования должны происходить практически постоянно. Значит,
Вот учет требований работодателей, конечно, это один из тех моментов, который должен успешно решаться однозначно. Требования работодателя – это основа для профессиональной организации учебной. Поэтому я полагаю, что каждый руководство техникумов, колледжей обязательно понимают руководители, что одна из главных задач – это и их процесс обучения, это все-таки требования, учитывать требования работодателя обязательно. Вот, тогда будет успех. Тогда работодатель, тогда этот человек будет востребован. И, естественно, уходят в сторону всякие другие проблемы, которые связаны и с трудоустройством, и с другими моментами, которые сталкивается выпускник при окончании учебного заведения. Подготовка кадров по дневной форме обучения в рамках договорных отношений в течение 5 лет могли ответить для себя, что довольно-таки стабильно. И это позволяет сказать о том, что СПО все-таки удалось отчасти установить долгосрочное взаимодействие с предприятиями и с другими субъектами рынка труда. Подтверждение предшествующих тенденций за развитие социального партнерства – это основные показатели эффективности профессионального обучения с социальными партнерами. Они значительных изменений не претерпели и остались в рамках таких оптимальных значений, собственно говоря. Поэтому здесь, собственно, нечего добавить особо. В республике и хотелось бы, но все-таки формируется новая модель функционирования профессиональных образовательных организаций. Это модель гармоничного баланса требований, объединения усилий субъекта образовательного процесса и потребителя его результатов. То есть это вот как раз это и есть та дуальная модель образования, где даже более должна регулировать практическая сторона, которая постоянно связана с образовательным процессом, и это дает больше результат. Поэтому, какие предложения? Конечно, в первую очередь, опыт тот, который есть сегодня в ряде СПО, его нужно обобщать, его нужно изучать. И в части социального партнерства, в сфере профобразования. Это различные мероприятия, которые, я считаю, должны проходить довольно-таки регулярно, на высоком профессиональном уровне. Это и конференции, и сборники материалов, круглые столы и так далее. Обеспечивать профессиональное психологическое педагогическое сопровождение обучающихся на всех этапах образовательного процесса. Сегодня нельзя никак забывать о том, что кроме образования, которое мы даем сегодня обучающимся, они должны, естественно, быть в процессе воспитания. Они находятся в обществе, которое, собственно говоря, живет по определенным правилам. Вот. Поэтому и мотивация, и мотивационно-ценностных потребностей, и место в жизни. И каждый человек должен понимать, что получив это образование, получив определенную специальность, он не то, что там обязан, должен, он просто, я считаю, должен, раз он выбрал эту профессию, максимально использовать свое место в этой жизни и как можно давать больше, с большей отдачей. Я считаю, что еще для того, чтобы предложить, это постоянное внимание проблемам организации повышения квалификации. Не просто идет процесс, меняется технология, внедряются определенные вещи в производство, новое оборудование, новые технологические процессы. И, естественно, люди, специалисты должны постоянно быть на пульсе и уделять внимание своей повышению квалификации.
увеличивать, не то что увеличивать, а повышать свою профессиональную компетенцию, чтобы быть в процессе работы, постоянно на пульсе и быть востребованным обязательно. Расширять систему национальных центров прикладной квалификации. Ну, практическая сторона, я так думаю, понятна. Вот. Определение критерий, показателей для анализа состояния основных тенденций развития и уровня эффективности реализации партнерства в профобразовании. Сложное название, но четко и ясно дает понимать, что по каким критериям же все-таки основные тенденции развития эффективности, взаимодействия и профобразования и социальных партнеров должны быть. Всегда это должно быть в процессе совершенствования, выявления эффективности и работать, естественно, на результат. Выявлять уровень удовлетворенности работодателей, социальных партнеров, качества образования. Обязательно в процессе всего обязательно нужно постоянно быть в тесной связи с работодателями, социальными партнерами, насколько удовлетворены сегодня подготовкой наших выпускников. Повышать компетентность обучающихся и студентов в сфере понимания устройства экономики государства, региона, места промышленности в Республике Коми. Ну, это такой вопрос. Человек в любом случае должен быть всесторонне развит, он должен понимать, в каком обществе он живет, какая промышленность развивается, где больше приоритетов, которые влияют на его выбор, допустим, да, где может человек себя с большей отдачей применить и так далее. И, естественно, и повышать свой уровень до такой степени, что должны всесторонне быть развиты и разбираться в устройстве экономики, ну, понятно, что региона, ну и, собственно, страны в целом. Вот. Расширять социальное партнерство в сфере образования с учетом направления развития образования в Республике Коми. Вот сегодня в Республике Коми создан Координационный совет по развитию профессионального образования. Это рабочий орган. Я так полагаю, что он только буквально создан пару месяцев назад. Поэтому я думаю, что на этот орган будут возложены определенные задачи, которые помогут все-таки вывести профобразование республики на определенный уровень. Ну и последнее, что хотел сказать, формировать единый вектор развития профобразования с профессиональным самоопределением обучающихся образовательных организаций Республики Коми. Это тоже момент очень важен и для работодателей, и для выпускников. Я думаю, что каждый, еще раз хочу повторить, что каждый должен понимать и оценивать свое место в развитии экономики и работая на любом месте, на любом предприятии, понимать свою значимость и так далее. Ну, в целом, вот так коротко, что хотелось бы сказать. Я думаю, что вопросов в этом плане у руководителей и специалистов профессионального образования довольно-таки достаточно. Я полагаю, что если что-то хотели бы узнать дополнительно, но в данной ситуации это тот фактический анализ, который был сделан, да, это то, что происходит сегодня. Как его улучшать и как его... это все зависит, собственно говоря, только совместно от нас вместе. Тем более есть аналитическая справка о реализации формы социального партнерства, которая она в доступе, ее можно, собственно, с ней ознакомиться, о реализации форм социального партнерства между работодателями и профессиональными организациями. Это документ Коми-Республиканского института развития образования, Республиканского методического центра нашего. Поэтому я думаю, что можно с ним ознакомиться и
собственно, для себя делать определенные какие-то выводы профессиональные. Ну а так-то, собственно, большое спасибо. Ждем вопросы, обращайтесь. Всего доброго. Спасибо. До свидания.